Самым литературным местом этих дней стал центр Москвы. От исторического музея до храма Василия Блаженного растянулись шатры 9-го книжного фестиваля «Красная площадь». За 5 дней работы свои новинки презентовали больше 400 издательств России и Беларуси. Любой желающий мог посетить спектакли, музыкальные концерты, презентации книг, открытые уроки и мастер-классы. Одна из площадок фестиваля была посвящена регионам России. Что показала наша республика на Красной площади, расскажет Алена Туркина. Национальный костюм Коми прекрасно вписался в столичное пространство. Ансамбль народной песни и танца «Пелыш Молья» с колледжа культуры имени Чисталева в совсем не летние 10 градусов просто не дает зрителям замерзнуть, активно вовлекая всех прохожих в дружный хоровод. Это часть презентации нашего региона на фестивале. Любой желающий мог больше узнать о крае первозданной природы нашей республики. Помимо театрализованного представления, все дни литературного марафона в самом центре столицы работает книжный стенд, где представлены новинки и самые продаваемые издания Республики Коми. Наши издания полюбились уже читателям. Есть жители Москвы и гости, которые приходят специально, спрашивают у нас какие-то издания, и мы привозим их. Какие-то издания мы переиздаем сюда, привозим тоже. Вот, поэтому здесь не только новинки, но мы всегда рады представить что-то новое. Обязательно к фестивалю печатается какое-нибудь издание. В этом году публика познакомится с книгой «Просто Олеся». Она стала 4-й из серии «Просто О». Издание ориентировано на детей, потому для пущего интереса публики обогатили его дополненной реальностью. Картинки, живущие в переплете, буквально оживают, если навести на них камеру смартфона. Не технологический, но не менее важный повод для гордости – почетные награды, которые получили книги, изданные в Коми. Мы получили диплом в конкурсе «Лучшая книга года» 2022 года. Вот, русский хоккей, хоккей с мячом, популярная энциклопедия. Уникальное издание, сопровождается также игрой с дополненной реальностью. Регионы России участвуют в книжном фестивале традиционно. В этом году к ним добавились представители из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Книгу «На небе не только Бог» презентовали издатели Донецка. Книга о повседневной жизни дончан. Она художественно-публицистическая, основана на реальных событиях. Все герои имеют своих прототипов. Фамилии, имена, естественно, изменены. Все это люди, которые живут рядом со мной и каждый день переживают все страхи и тяготы, которые свалились на плечи дончан. Людей, которые безумно любят свой город, не хотят его оставлять, потому что Донецк – это прежде всего люди. И если мы все уедем, как многие нам говорят, уезжайте, спасайтесь, то город умрет, а мы не можем этого допустить. Помимо регионов России, на фестивале работают площадки, посвященные художественной, детской литературе, нон-фикшену, библиотекам, комиксам и истории. А в последний день фестиваля, день рождения Пушкина, по традиции будут названы победители премии «Лицей» среди молодых писателей и поэтов. Завершит его большой гала-концерт театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Алена Туркина, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Москва.